Ты написал 3 романа. Виноват. Ничего страшного. Бывает. Это «Пехота-1», «Пехота-2», «Пехота-3». Креативный. Такая креативная, такая фантазия у автора На самом деле потрясающая, не да? совсем. Так, вторая книга называется «Сбройники», а третья называется «Терриконы». Вот. Ну, Но почему «Пехота-1», «Пехота-2» это коммерческий, чтобы люди помнили, что читали? Нет, потому что все три про пехоту. Как бы, и все герои, они есть во всех трех книгах. Вот, и фактически второе продолжение первого. Ну, это эпопея, так называемая. Технически говоря, да. Хотя каждый из них можно читать по отдельности, вот, но можно как трилогию читать, вот как садишься там, как бы, и читаешь подряд это дело. Сейчас очень плохо с книгочтением, честно говоря, везде. Вот, я знаю, как люди бьются за то, чтобы их книги печатали. Потом, когда ты добьешься, чтобы их напечатали, их нужно добиться, чтобы их продали. При этом с себя сдирают чуть не 80% денег. Да? И автор 80 получает... это очень по-божески. Да, то есть автор получает мало. В среднем 3-4%. Ну, в общем, это не времена Гоголя, когда Гоголь мог в Риме жить и издавая, так сказать, в Петербурге «Мертвых душ». Да. Ну, да. как бы... Я не думаю, ты понимаешь, во времена Гоголя это люди еще меньше читали. Просто была прослойка, которая читали 8 книг в год, а была прослойка, которая читали в год только церковные ведомости, потому что читать не умели, бы это крестьянство было. Вот. А у нас сейчас в среднем читается, где-то недавно видел исследование, 2,5 книги в год. Но попасть в эти 2,5 книги, попробуй попади. Да. Невероятно трудно. 2,5 книги в год. Немцы забили тревогу. У них упало количество до 6,5. Они забили тревогу, не читают люди. Нужно что-то по этому поводу делать. Они начали, представляешь, эти сволочи, да? Они настолько как бы впечатлились этой цифрой, что они започаткували какую-то державную программу по там привлечению чтения в этом. Они в этом плане серьезные. То есть, что они делают? Эти гады играют в долгую. Они, когда думают про какие-то госпрограммы, они думают на 10 лет вперед. Потому что именно через 10-15 лет вырастет то поколение, которое сейчас не читало, а потом не придумает новый самолет. И не сделает новую машину Volkswagen, которая порвет продажи по миру. Они думают деньгами, но думают наперед. То есть у них, понимаешь? А у нас в нашей стране граница год.